расскажите, пожалуйста, вот то, что не выплаты, это сейчас какая-то общая тенденция на многих стройках наблюдается? Или это отдельный случай все-таки? Нет, скорее всего и раньше это все происходило. Единственное, что больше получилось, значит, гласность благодаря нашей работе, благодаря наших сайтов, газеты, выезд на месте, написание различных, соответственно, писем в адрес Генерального прокурора России, полномочий по правам человека, департаменты поставить, сейчас я говорю, Москва, это все. Происходило много таких моментов, но люди просто устали. Люди просто раньше не обращались ни в полицию, не обращались в прокуратуру, не обращались в общественность, они обращались отдельно к криминальным структурам. Вот они должны выбивать деньги. Это 90-е годы, например. Другая сторона, когда они шли туда, и там же встретились таких же людей же. Они между собой общий один, говорят, всегда, говорит, столер ближе к столеру, водитель ближе к водителю, вор ближе к вору. И одновременно система получилась как? Когда я разговариваю с многими людьми уличными, я говорю, а как вы выбиваете деньги? А вас же посадят. Вы же пришли, говорит, дайте деньги человеку. Говорит, а у нас согласовано. И люди, когда это все поняли, что даже вор или сотрудники там другие выполняли данную миссию, к ним не поступало денег. Поэтому на мизерные деньги люди шли работать. А когда это все не посмотрели, чтобы нет, лучше будем по нашей методике. Мы организуем, берем заявление человека, рассматриваем, а дальше идем, соответственно, это письмо, чтобы заранее предупредить сотрудника местной милиции, чтобы не появился на объект, потому что он уже соучастник был до этого, потому что он знал, что люди все были нелегальными, а у нас 100% граждан нелегальны в том, что у всех есть патенты, они платят государству, нелегальны в том, что с ним никто договора не подписывает. Трудовые. Абсолютно не будут делать это. А это же хаос, это выгодно всем же, со всех сторон происходящий момент. И они начали к нам идти. Мы идем к работодателю. Да, мы всегда видим. Да. Всегда стоят у двери работодатели. Что вы сюда пришли? Кто вы такие? А когда говорят, нет, общественная организация. Ну, конкретно пришли по проблемам таджиков. А, тогда понятно. А вы кто? Я вот такой-то человек. Я охранник. Я представитель ЧОПа. Я не имею права сюда пускать. А люди-то шли туда, когда к этому отдел кадрам заходили, когда надо было работу выполнять, всех пускали в эту дверь. А когда возник вопрос, надо заплатить заработные деньги, им говорят, нет, ребята, мы вас не знаем. Мы вас не знаем. По Москве вот на сегодняшний день более 1,5 миллиарда, можно считать, за последние 2-3 года. Более 1,5 миллиардов, 15-16, вот начало 2017 года, не выплачено. Вот те ребята, которые пришли, это уже январь-февраль вы не выплатили. Есть задолженность за 2014 год, на 2015 год, на 2016 год. Но мы обращаемся. Вот, гражданам даже дают заявление, вот в одних заявлениях, то есть даже взять, самый страшный, когда был 2016 год, для всех нас была такая была фирма, называемая «Горизонт». Где люди буквально бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности, нашего государства, которые были уволены за непорядочности, они оказались в службе безопасности фирмы «Горизонт». Они имели талант в своей работе, они встречались с нами. Служба безопасности, господин Егор. Кириллов? Кириллов, да. Служба безопасности «Горизонта». Да. Это был Кириллов, да. А другой, соответственно, директор, который молодой парень. Шеремет? Шеремет это сам из них, еще был сам Крылков. А, Крылков. Крылков сам же Вадим. Они вообще вдалек этого. А потом, когда мы узнали, что это все бумаги, заявления отправляют к ним, они встречи с нами организовали Шереметовым. И чин Шереметов там находился же. Уже набирается сумма почти до 100 миллионов. И тут, когда мы начали помогать таджикам, присоединились к ним молдаване, украинцы, узбеки, киргизы, и количество граждан стали иными. И люди требовали, примите меры. И самое страшное, что было, когда в районе этого офиса, их офиса на Курском же, когда люди приходят туда, порядка 300-400 человек, к ним отправляют гвардию президентскую. А потом в конце, оказывается, все выяснилось, что господин Крылков говорит, вы извините, у меня в штате 35 человек. А откуда 1500 граждан у вас такая? Это другая фирма. Это фирма, которая относится не к нам, относится к департаменту. Тоже «Горизонт», но с другими реквизитами, что ли? Абсолютно. Другая фирма. Все мы нашли.
Все мы наштифили. Начались переговоры. Ну, заплатили там гражданам. Нет, у них карты есть. Вот смотрите, я почему вспомнил с вами разговор, что то, что создано по линии строительства, это есть такой же механизм создал господин Мавроди, который в тюрьме был. Потом уехал на Украину, где-то в районе Донецка он бегал. Но его сажали. Почему Крюков на свободе до сих пор? Вот письмо. Это с прокуратуры ответ. Разные письма могу открывать, разные. И самое смешное в чем? Когда люди уходят в генеральную прокуратуру или департамент, там, да, человек не найдет местонахождения. Потом снимите, вот, вашей камеры, покажите, чтобы это все в районе было. Из прокуратуры все. А другая сторона просто, когда в прокуратуру идет бумага, написано, что рассмотреть, у нас как говорит прокуратура, в течение 30 дней. Я как глупый человек подумал, может быть остальные тоже не глупые, но я глупый, я глупый. Через 30 дней, потому что мы отдали 17 февраля, они посчитали, что февраль 28 дней, а не 30 дней. Ваши бумаги будут ответ 19 марта, да. Так. И они одну строчку написали. Ответ на все этих писем граждан, одну строчку, чтобы надо было 30 дней дождать. Ваш, соответственно, запрос, ваше заявление отправлено нижестоящему городскому прокуратуре. Для этого надо было целое место. Это просто ждите, у нас в России есть законы. Я на стороне закона. Но для этой бумаги одной строчки надо было именно генерального прокурора обмануть. Может, господин Чайка не в курсе? И может, господин Мер не в курсе от департамента? Что если человек Крюков, тоже господин Драб по метрополитену здесь, пострадали, метро построили, прекрасное метро, посмотрите, строили таджики, же, узбеки, киргизы же. Киргизы член таможенного союза, Евразийского союза. И что вы с этими гражданами делаете? Другим дайте путь, чтобы они вошли сюда же. Может, об этом господин президент не знает, наш уважаемый Владимир. Надо до него довести, благодаря, может, ваш канал. Остальных каналов российских не хотят. Но к нам приезжают зарубежные. А с ним тоже надо нам общаться. Они тоже люди, они поднимают проблемы. Встречались в здании департамента. И пришли представители господина Марата Хусдинова. Они сказали, что мы им давали деньги. 57 миллионов на ваших граждан, на граждан пострадавших. Перед Новым годом в декабре, где более несколько миллиардов, сотни миллиардов в этот день, подписано было деньги Москве раздавать другим же. И что получилось? Где-то 57 миллионов отдали это 2500 граждан. Они хоть на это были рады. Это копейки же мизерные. Это рабочий говорит. Вы мне отдаете 8 тысяч. Куда ему обращаться? А как доказать факт? А никак. Если нет контроля, вот допустим контроль есть со стороны государства, граждане России говорят, ждем, когда будет пресс-конференция с господином Путиным. Там поднимается 5-6 таких серьезных вопросов, и Путин мгновенно его даст команду решать. Не видит, скорее всего, и не замечает, что это люди пострадавшие. Он бы решал. Я думаю, Владимир Путин решал вопрос. Хотя бы на уровне СНГ решал бы. Хотя бы создали бы общий комитет по защите трудовых мигрантов во всех странах. Большие мигранты в России. Вот он пускай идет не представителем своих государств, а идет представитель ОДКБ по линии защиты миграции. Надо создать единые, как все остальные уполномоченные по правам защиты трудовых мигрантов. Возможно было куда прийти, что их письма прочитали. Они не только по работе пострадавшие, они пострадавшие являются многие из граждан по другим незаконные их, соответственно, аресты, незаконные депортации, невыдачи того же патента или не выплате заработной платы, которые они не могут дальше решать вопрос, как остаться легально. И они говорят, а куда им идти? И что у нас получается? Сотни или несколько тысяч, говорим, людей, десятки тысяч мы называли, из постпространства СНГ оказались в Сирии. Я с многими разговаривал родственниками, а почему он оказался там же? Он говорит, в Таджикистане он получил кредит, приехал в Россию, здесь 4 месяца работал, занимал деньги, привел 15 человек на работу, поверил работодателю, а в результате человек сегодня говорят, где наши деньги? Ему не платят. И он вынужден идти, чтобы его вербовали, он готов ищет вербовщиков. И едет в Сирию. А мы с него что делаем? Экстремист. Да нет. Какой он экстремист? Да он не экстремист, вы поймите, человек создали для этого человека такую обстановку, что он согласен был на все идти. Преступление. А потом говорим слово, какая исламский терроризм. Ну поймите, я вижу, люди не идут отдать жизнь, люди просто пошли,
чтобы их долги закрывали здесь. Если погибнет, а он говорит, я и так погибну. А куда мне отправить тот же человек с бородой длинной или тот, который без бороды в галстуке? Одни и то же, это преступники, которые из человека сделали вот такие, значит, называемые ненависть по отношению ко всем нам, к обществу сегодняшнего. Ну, а все-таки с чем связано, что все эти вот невыплаты происходят? Невыплаты всегда так происходят. Допустим, в государственной казне есть деньги, есть бюджет в любом государстве. В цивилизованных странах его распределяют между кого? Если строительство, значит, между Министерством строительства. Если получение образования, Министерство образования. Минздрав, значит, связано со здоровьем людьми. Но в российском, в нашем основном сегодня все хотят строить. Вот поймите, надо выиграть этот тендер. Это есть строительный тендер. Вот надо его выиграть. А кто он выигрывает? Близкие родственники, дальние родственники, близкие к прокурору, ближе к судью. Это люди уже защищены. И это люди договариваются, что со 100 миллионов на строительстве одной школы 50% остается у ваших родня там вверху. А вот 50% вы сделали так, что школа была построена. А я выиграл тендер. 50% у меня забрали. 50% надо раздавать людям, технику, все остальное строительство. Я посчитал, а что у меня останется? Да ничего не останется у меня. Есть путь. На работу всех брат из республики Таджикистана, Узбекистана, Киргизию. Пускай они работают. Отдайте, чтобы они с голоду не умерли, авансы чуть-чуть. Обещайте в конце по объему, мы вам дадим деньги. А в конце денег не будет, потому что если деньги они отдадут этим ребятам, то этим же, которые выиграли тендер, отдельные фирмы, субподрядчики и подрядчики, останется без прибыли, без существования своих интересов. И вот это и есть такой механизм суда сегодня. И гражданин Таджикистана почему идет на такой шаг? Он готов хоть на первый аванс, чтобы закрыть то, что он прилетел сюда за авиабилет, а последствия закрывать хоть первоначально свой взятый кредит в Таджикистане в банке, чтобы к их семье не были давления со стороны представителей Таджикистана государства. А то есть эти люди сначала берут кредиты, а потом едут зарабатывать в России? Ну пойми, откуда у него деньги? Готов любой банк, и киргизские, и таджикские банки выдавать любую сумму. Вот чем помочь? Если раньше мы просто ходили к нам различные средства массовой информации, наша российская, да, они показывали, а сейчас запрещено. Сейчас вообще одно слово говорит про мигранта, только покажи, что мигрант перепрыгнул через забор, все. Покажи вечером, покажет. Соловьев покажет. Связано, Бабаян покажет, там как называется. Все каналы покажут. И связано Переканал. Сейчас доступ нет к телеканалам, к национальным диаспорам. Ну, то есть вы считаете то, что проблема горизонта и то, что с ним происходит, это только их желание украсть деньги, а не какие-то объективные трудности? Ну, это пирамида создана, потому что было создано, это есть такое решение. Вот впервые в истории труда и мигранты они вышли к зданию прокуратуры, это было 17 февраля 2017 года. Впервые народ. Там же были и скорая помощь, женщины, которые работали санитарами. Там же и также вышли метрополитен, фирма Глоботек, руководил господин Раб. А эта фирма кто руководил? Индиакон. А что за Индиакон фирма? Это бывшая фирма, которая принадлежала жене Лужкову. Перешел в руки другого человека. Человек стал там. Они даже нас попросили, чтобы народ не вышел к Индиакону. Если туда выйдет, у нас будет престиж такой хороший, но тогда заплатите деньги. А Глоботек, он субподрядчик, Индиакон? Да, субподрядчик получается. Они делали так. И сейчас смотрю в метро, где вот строят по последней нашей информации, обратно людей с улицы собирают. Вы приводите человека, 2500 рублей вам отдают. Давайте сюда этого человека, 2500 рублей отдаешь за то, что привел человека. Так в день 10, а им обещают зарплату. Они, это мальчики не знают. Поэтому что вот ту информацию, которую сегодня мы знаем, вы знаете, вы всегда любите. Там место их скоплений. Вас обманывают. Берите договора. Договора никто не хочет подписывать. И не будут подписывать. Вот как сейчас искать? Давайте будем искать. И чем это может закончиться? Чем это все может закончиться? Вот сейчас следующий шаг. Люди просят, мы все готовы прийти в Государственную Думу Российской Федерации, то, что от них я получу, не мою информацию. И готовы туда прийти, встретиться с кем? С двух комитетами. Это комитет по международным делам и комитет по СНГ. Это граждане СНГ. А по международным делам это ОБСЕ, где права человека должны решаться. Вот они туда же пойдут. А это как получается? За какие-то там сотни миллионов копейки там получается, они принесли миллиарды прибыли же. И не хотите с ними встречаться. И люди даже готовы прийти в суд, посмотреть на своих работодателей, что их судят нашими законами же. Даже деньги не хотят просить.
Ну судите тогда их, получается. А почему таджик зашел в магазин, случайно, ну поймал или взял там, привязался или прикрепился к нему, этот, извините за выражение, трусинник. Его вводят 5 охранников и в суд, и сажают его за 1 год или больше, ему отдают. Но он даже, может, не заметил. Или голодный взял булку, в магазине же. И когда спросят таджика, а почему так ты совершил? Я говорю, вот видите, у меня какая-то сумма. 500 000 я не получаю. А его в тюрьму отправят. Все строится благодаря мигранту. Сегодня любой руководитель собирается отказаться от роли мигранта, он просто сам себя хоронит. Да невозможно, даже губернаторы идут в отставку подадут. Как я буду там регион с собой тянуть без мигрантов? А потому что как буду обманывать россиян, завтра вы будете поддерживать. А трудового мигранта, в крайнем случае, куда? Спецприемник. Скажите, а сколько общая задолженность горизонта перед рабочим, по вашим данным? По моим, то, что к нам более 960 человек обратились, составляет порядка 130 миллионов. И из этого практически ничего не выплачено? Не выплачено практически, потому что если взять там мизерные деньги для успокоения людям давали, там отдельные, когда люди писали в прокуратуру, после этого они исчезли, они должны были дальше вести. Мизерные копейки, там я говорю, более 130 миллионов. А сами горизонтовцы как объясняют то, что они не платят? Нет, у них все закрыто, все остальные, идите в прокуратуру, идите в суд. Что другая фирма якобы, да? Идите в прокуратуру, даже говорят, идите в суд. Они почему, может, наоборот, для своих престижей, если работают. Но они же знают, что, оказывается, в штате господина Крылкова там 37-40 человек получается. А люди-то не знали, что есть другая фирма, которая их просто оформляет. И оформляет деньги. Я вот общалась с одним из рабочих горизонта, с Александром Пескуновым. У него оформлен как раз тот самый горизонт. О, у меня есть эта бумага. Написано, горизонт там в размере 17 000 рублей. Ну, официальная зарплата у него такая. 17. Он должен получать больше. Конечно. Ну да, у нас есть такие. Написано везде почему-то горизонт. Специально что-то, та дочерняя организация, а никто об этом не знал. Да. Поняла, спасибо. Да можно я теперь просто бумаги посмотрю? По метрополитену. Вот, да не, у меня по горизонту. По горизонту давайте посмотрим. Вот по горизонту тоже люди жаловались. Здесь тоже есть горизонт, генеральный директор. ГРАБ там что у нас есть горизонт или другой? Нет, это Глоботек. Глоботек, значит, сейчас он дам. Вот Крыльков пошли. Вот, пожалуйста, Крыльков. Здесь много организаций. Тоже Крыльков, да? Я думаю, что надо всем, не только Пескунову, надо всем ходить, а люди хотят деньги. Сейчас вот ваши передачи вы, если сможем что-нибудь сделать, что эту информацию вашу много там не знают, программа тоже знает, а от нас доступна.